я знаю, с 93-го года, это вообще страшно сказать, уже второй век подряд. Это известный телеведущий, и радио в прошлом ведущий, и вообще там все, и писатель, и так далее, Матвей Гатопольский. Серам алейкум. Спасибо тебе, накидал комплиментов, не верьте ни одному А тут слову. не все еще. Я, кстати, что-то новое тут узнал. Не надо, умоляю. Писатель-фантаст, вот. Почему фантаст? Не знаю. Ну, Википедию брал, да? В которую я и не заглядываю. Да. Привет, рад Я що думаю, може, щоб у них там просто дах знесло в Росії, будемо українською, ні? Нет, ну мы можем по-украински, нет проблем, потому что я же на своем канале Да, веду, я вообще хотел об этом спросить. Да, но мы можем для более широкого охвата, почему я люблю вести программы по-русски, потому что их смотрит русская аудитория, российская аудитория. И им надо знать то, что мы думаем. Хорошо. Принято. Аргумент принят. Это важная вещь. Ну, а вот, а зачем им это знать? Вот какой вот, будем на «ты», на «вы», как мы? На «ты». Как ты думаешь, зачем им это знать? Вот мне кажется, что у них уже такая своя реальность, и даже жалко на некоторых смотреть, и люди садятся и в тюрьмы, и все там закрывается. Ну, как бы, ну, Путин докручивает уже эту гайку до конца, да? Чем мы можем быть им полезны вот в данном случае? Знаешь, есть такое выражение «человек задним умом крепок». Это обычно говорят тогда, когда, вот, например, у тебя какая-то беседа, ты не можешь найти ответ, а потом, когда уже беседа закончилась, ты говоришь себе: вот черт, а я же мог сказать вот так, и это было бы здорово. Еще говорят, что самая умная мысль приходит на лестнице, когда уже, значит, тебя проводили. Мне кажется, что россияне, для того, чтобы нам с тобой и зрителям напомнить, что россияне, в общем, они разные, давай вспомним перестройку, когда вдруг изменилась вся страна. Ну, потом она опять тогда изменилась. менялся СССР в целом, тогда еще была Балтия, Украина. Еще раз. Вот давай скажем так. Некая власть поменялась, да? Не будем сейчас фамилии мы хорошо называть. помним этот период оба, да. И как-то люди вдруг все сказали, причем все, это было массово, даже в регионах вдруг как-то возникло ощущение какой-то новизны. Нам нужно говорить, даже если люди будут говорить: да нет, Путин самый прекрасный и так далее, на самом деле мы с тобой знаем, что люди так не считают, и что живут они в Российской Федерации так, потому что они не хотят изменений, а хотят стабильности. Все-таки то поколение, которое ходит на выборы, а это люди более старшего поколения, они все-таки ассоциируют 90-е годы и вот это время как... Ты думаешь, до сих пор это у них сидит, да? До сих пор ведется. А Путин — это дискуссия. порядок. Путин — это порядок. И, вернее, как? Путин — это не порядок, потому что порядок, ты знаешь, то там преступление, то здесь преступление. Там кого-то убили, здесь кого-то убили. Особенно вот в регионах. Знаешь, в регионах свое понимание порядка. Путин — это вот как Сталин. То есть это человек, мы должны иметь человека, считает россиянин, которому мы могли бы написать в Кремль. И этого человека параметрально мы знаем его возможности. Ну, челом бить, как это раньше. Не так, понимаешь, не все челом бьют. Просто, вот совсем уже, вот когда тяжело... Но русскому человеку это нужно, да. Вот украинец в этом не нуждается. Еще раз, вот мне в эфир, например, вчера позвонила женщина, которая сказала, она из региона украинского, и она сказала, что вот вы понимаете... У нас тут творится безобразие. У нас тут есть лесок, и в нем строят. И я ей задал обычный вопрос. Я говорю: вы обращались к своему депутату? И она мне сказала замечательную фразу: «Та що він зробить, той депутат». Вот это тоже, понимаешь, лучше обратиться в СМИ или обратиться к тому же Зеленскому, или в России обратиться к тому же Путину. Там есть целый там-то отдел. реально самоуправления нет. В Украине-то, наоборот, на места многие. Почему ты и спросил? Люди, да. Это по старой привычке. К сожалению, живут по-старому. Поэтому я закончу эту мысль. Да. Мне кажется, что мы должны говорить то, что мы думаем, и говорить о России то, что мы думаем. Потому что так или иначе, это, как сказать, знаешь, как вот есть такое выражение: «принял к сведению». То есть россияне, может быть, они и скажут: да, вот украинцы наши враги. Но все равно они запомнят
эту историю. Вот, например, я могу тебе сказать, что очень многие мои знакомые в России сейчас, вот в это время у них дети заканчивают школу, вот сейчас, и они их отправляют за границу. А ну догадайся с 3 раз почему. Понятно почему. Почему? Ну, потому что... Ну? Ну, потому что Муждабаев 5 лет назад сказал, уезжайте. Нет, ты это сказал. Ну. У них конкретная примитивная история. Сейчас ребенку будет 18 лет, Да. его возьмут в армию. Ну, так, Очень да. важно для них, чтобы он не оказался вот здесь. Чтобы он ехал до. Да. Чтобы он не попал в армию, при этом многие из них, вот я разговаривал с одним, у него логика какая? Я хотел, конечно, чтобы он пошел в армию, я даже договорился, что он будет служить, но будет служить, ну, понимаешь... Ну, под Москвой там. Да, но он станет мужчиной и так далее. Есть такие вещи. Но сейчас они боятся вот после окружения Украины Серьезно? этими войсками. То есть прочувствовали некоторые реальности? Ну, давай не говорить так. Я не унижаю никого, просто ощущение реальности войны, оно приблизилось. Абсолютно. Вот они видят, что как-то вот это может быть. А если это начнется, то это и меня коснется. То тот чувак из армии позвонит ему, этому человеку, и скажет: извини, но его забрали, я ничего не могу сделать. Поэтому он отправляется, его снимают с учета, он идет на подготовительные курсы, где-то там по изучению языка, и вряд ли он до 27 лет сюда вернется. Я имею в виду Я об этом не знал, но да. У тебя более плотные связи с россиянами, и я обязательно должен был задать этот вопрос. Многие спрашивают, говорят, спроси у Гонопольского, ты же с ним общаешься? Я говорю, да, и давно причем. Спроси, что он никак эту Россию не оставит, почему у него есть программа на «Эхе Москвы», наверное, его там бешеные деньги платят. Я говорю, я вас уверяю, что это вот «Эхо Москвы», это вообще, я думаю, что не про деньги, хотя там «Газпром» и так далее, но я думаю, что у Матвея это какая-то история ментальная, какая-то история связей, которую не хочется оборвать. Но я оборвал с удовольствием это все. Я на «Эхе Москвы» в бане, и слава богу, и не дай бог, я не хочу. А ты прям вот, не можешь ты без «Эхо Москвы» Нет, жить. Послушай, я работаю там 30 лет. Мне никто не запрещает говорить то, что я хочу. Я веду там 2 передачи в воскресенье. Я веду украиноязычную передачу. Вот миссия какая? Расскажи. Миссия... Ребята там должны знать, во-первых, слышать украинский язык, может, они меньше будут думать, что здесь бандеровцы. А что касается передачи политической, которую мы ведем там втроем, то это возможность мне на огромную, это самая популярная передача в воскресенье, возможность сказать то, что я думаю о российской политике. А думаю я о ней плохо, поэтому я говорю, знаю, что но мне никто ничего не говорит. Смотри, а вот у тебя вот эта программе, которую ты ведешь как по радиомосту с Москвой, я давно не слушал, но один раз слушал где-то год назад. И я увидел, какая пропасть просто смысловая уже тогда между тобой и людьми, которых ты хорошо знаешь, которые там с тобой работали. Но они некоторых вещей уже не просекают, о которых ты говоришь. Я бы сказал иначе. Понимаешь как? Не пропасть. Вот мои соведущие, мы не будем сейчас называть их фамилии. Украинцы их не знают. У нас ролевая игра, поэтому, скажем так, я больше против Путина или совсем против Путина, а они ищут, так сказать, по роли. Это роль такая. Роль не роль, но все равно ты дико выглядит. Еще раз. Айдер, понимаешь, они живут в этой стране. Я про это как раз именно и говорю. Они не могут встать утром и сказать, что эта страна отвратительна им совсем, потому что тогда у них возникнет вопрос, а что они здесь делают? Тогда нужно либо бежать, либо воевать. Да. Или, скажем так, не бежать, просто искать какое-то место, где ты не будешь в конфликте с собой. Да. Они люди молодые. Не знаю, правда, наверное, зрители твои знают, что в России сейчас... Скоро будут выборы в Государственную Думу, и по этому поводу Путин ликвидирует всех, кто может... все сядут. Да, в общем, даже самые, скажем так, диетические люди... Даже опасности не представляющие, на всякий случай посадят всех. Да. И хотя моим коллегам с «Эхо Москвы» это не грозит, они все равно это видят. Сознательно все равно не. И они говорят так, это же вообще черти что. Но от того, что они это говорят, и мы это говорим в передаче,
ничего не меняется. И становится понятно, что чем ближе к выборам, тем больше будут эти гайки зажимать. Я не знаю, будет ли кто-то уезжать, или люди будут продолжать вот в шорах так работать. Это их дело. Но то, что, я бы сказал, я ощущаю это невероятное напряжение в обществе. Напряжение в российском обществе. Давай страхом это назовем, как оно есть. Не страх, Ну, как есть? непонимание. Страх — это когда это тебе прямо грозит. Понимаешь? Ребятам это не грозит. Ну, И большинство это россиян... подсознательно все равно может висеть Это над тобой. подсознательно. А вдруг? Прежде всего вопрос, а что делать нам с нашими детьми? Вот это важный вопрос. Почему он актуальный? Дело не только в армии, а дело в том, что россияне вдруг обнаружили, что их дети иногда ведут себя не так, как им сказали родители. Ну, например, идут на какие-то мероприятия, посвященные там Навальному. У меня у бывшей коллеги посадили на сколько-то суток сына, она в шоке была, но она столкнулась с реальностью. Ну, видишь как? Или, что вообще непонятно и чем невозможно регулировать. Вот он сидит в интернете, Что-нибудь что-то напишет, а печатает. завтра придут. Напишет. Да. Причем придут через несколько лет. Понимаешь? И это, знаешь, как в старые советские времена шебутных, было такое слово, помнишь, шебутной, отдавали в армию, чтобы нормальным Выправила человеком партия и стал. комсомол, да. И даже не в том, не для того отдавали, чтобы, чтобы просто, вот, например, он пил. Ну, чтобы в тюрьму не попал. Парень, Ну, чтобы да. в тюрьму не попал. Да. А сейчас вдруг выясняется, что эта армия может быть развернута, и не обязательно это война с Украиной, да с кем угодно. Может быть, тюрьма и лучше. Может, тюрьма и лучше. Слушай, вот эти дикие разговоры, дикие абсолютно, я слушаю у людей даже, которые в полушутку в какую-то, там, я имен даже не буду называть, но в принципе вот это то, что заключенные будут работать, это и неплохо, люди будут заняты, люди будут там при деле, а то, что это рабский труд, а то, что это фактически, ГУЛАГ нового типа, у них уже они к этому даже привыкли уже. Тут я не могу с тобой согласиться, потому что я изучал этот вопрос. Это не совсем так, как выглядит. Это будет типа добровольно сначала, все понятно. Значит, дело здесь не в этом. Вот, понимаешь, давай не касаться этой темы, я тебе объясню, Хорошо, почему. бог с ними. Потому что там все тоньше, и на самом деле для многих людей, если это будет сделано правильно, это будет важным шагом к переходу к нормальной жизни. Потому что, во-первых, это не рабский труд. Во-вторых, это только был законопроект, то есть наши зрители не очень знают, о чем идет разговор. Вы знаете, что существует Байкало-Амурская магистраль, и, в общем, вы понимаете, ее строили, как в мультике, и, наконец, построили. И она, в общем, мертвая. И даже сил не хватает ее поддерживать. Туда никакими деньгами не завлечешь никого. Да. Завлечешь, а вот если бы зэков это можно. И поэтому появилось предложение в Министерстве юстиции, чтобы заключенные, которые не по тяжелым статьям, вот убийства и так далее, могли возможность в трудовых лагерях Искупить свою вину перед другом. не... Ну ладно. Айда, Не могу. Перестань, еще раз тебе говорю. В общем, короче говоря, мы с тобой скоро узнаем, вот я таким образом закончу эту тему. Значит, сталинский ли это лагерь? Сталинский лагерь отличается от предложения Минюста тем, что должны быть разработаны предложения. То есть ты сидишь, например, в тюрьме, ты ничего не делаешь, и ты на полном обеспечении государства. А здесь ты работаешь. Должно ли тебе государство все-таки оплачивать эту работу? Понимаешь, да? Вот ты согласился, я поеду. И ты говоришь, а что вы мне за это дадите? Значит, возникает 3 вопроса. Первый вопрос – оплата, который сейчас прорабатывается. Срок скостить. Да? Это 3-й вопрос. А не скостите, у меня не тяжелая статья. Я, например, там украл что-то, понимаешь, да, там 5 лет. Может быть, 2,5, давайте, или год. Условия-то тяжелые. И второе – это социальные условия. Потому что там холодно. Значит, это должно быть как-то сделано таким образом, чтобы, понимаешь, да, то есть уже не тюремная параша и так далее. Почему? Потому что человек будет где-то от 4 до 8 часов работать. Значит, мы с тобой, почему я это подробно объяснил? Казалось бы, это дело другого государства. Но мы скоро с тобой увидим,
в каком виде этот законопроект будет подан в Государственную Думу. Вот эти вот статьи, о которых мы говорим, они будут учтены? Станет понятно. Да. Или заходит человек, бьет по печени, и человек говорит, да, я на все согласен. Все равно будут бить. Наверное. Да. Это традиция. Традиция, да. Тут уже никуда не денешься. Когда любой человек говорит «выборы в Государственную Думу», я начинаю внутренне смеяться, потому что слово «выборы» у меня по отношению к России это вообще, дурь какая-то. Это повод посадить последних самых плюшевых оппозиционеров, всех посадить. А что дальше-то? Вот на выборах он нарисует сколько угодно. Ходить, не ходить, все равно. Вот какое значение имеют эти выборы, про которые многие в Украине говорят, вот выборы в Госдуму? И что? А что изменится? Нет, скажем так, да рассмотрим на украинском примере. Зеленский сейчас, то есть на украинском примере понятней. Зеленский сейчас, у него две большие проблемы. Первая проблема, он все-таки хотел бы пойти на второй президентский срок. Как любой президент, он почувствовал любой вкус амбициозный власти. человек. Да. Даже так. А вторая история, ни один его законопроект не будет принят, если не будет большинства, его большинства. Но у него же нет проблем с этим. А у Путина вообще нет проблем. Нет, подожди. То есть Путину нужно, у Путина своя логика. Но в его логике, вот он, например, пишет «всех повесить», например. Но это должна утвердить Государственная Дума и Совет Федерации. Путин говорит, сегодня бросаем атомную бомбу на Украину. Значит, Валентина Ивановна Матвиенко... 100% голосов должна дать. Да, то есть, другими словами, это только кажется, что он понимает, что как он скажет, так и будет. Но это как-то будет странно, если вдруг бы тот же Гудков, если хотя бы который один станет, я понял, да, хотя бы один вдруг встанет и скажет, что такое мы делаем, что это... Должен быть полный рейх, то есть все встали... Рейх, не рейх. Это мое определение. Я не люблю это определение. А я люблю. Должно быть в законодательном порядке судебная власть, чтобы осудить как надо. Там все ветви власти должны выполнить вот эту вертикаль. Вот почему для него важны эти выборы. Они должны пройти гладко и так далее, для того, чтобы страна двигалась дальше. Вот почему, я хочу тебе сказать, я не знаю, следил ты или нет, Единая Россия устроила праймерис. Они сделали праймерис. То есть это несколько кандидатов внизу от каждой области, от каждого района. И каким-то удивительным образом победили, хотя там было по 5, по 6, по 10 кандидатов в «Единую Россию», победили те же люди, которые сейчас сидят в Государственной Думе. Да как же так получилось-то? Да, поэтому я надеюсь, что у Путина будет все хорошо, и он также будет вот эти античеловеческие приказы свои, значит, объявлять, и Дума, и Совет Федерации будут это... Чем более тоталитарно даже извне будет выглядеть этот рейх, тем оно, в принципе, лучше для понимания реальности. Тут я полностью согласен. И что еще хочу спросить. Есть вот наши, так сказать, знакомые, может, вы с ним до сих пор общаетесь, мои так бывшие знакомые, которые годами, подчеркиваю, годами, начиная с войны, с 2014 года проклинали меня, там, Аркашу Бабченко, там, не знаю, кого-то еще проклинали. Не замыкай на себя. Нет, не в этом дело. Дело в идее, а не в личности. А идея была простая, что вся вот эта плюшевая оппозиционная деятельность, которая не перешла в протесты, а сошла сначала там, менялись только ёршики, шарики белые еще застал, потом ёршики, уточки, все такое прочее, что она логически приведет к подавлению всех протестов. Теперь у нас Ходорковский расформировал официально открытую Россию, ее нет, чтобы не подставлять. Логично, я не спорю, это логично. Чтобы люди не сидели, лишний повод не давать охранки, да. Тут вопросов нет у меня. Просто я это предвидел и раньше. Значит, теперь Навальный, вот такой революционер, вернулся смелый, туда-сюда, не обсуждая, ничего сидит, ничего не обсуждая. Но логика такая, что штабы все из тех же соображений позакрывались, и все. То есть зачистка произошла, даже еще и выборов этих фиктивных нет, все зачищено. И теперь господа Шендерович, Ройзман, может быть, не все знают тут, но Шендерович точно знает, кого-то, они вдруг начали говорить моими словами и словами Аркаши там 15, 16, 14 годов, когда я говорил, и он говорил. И этот рейх захлопнется, у вас не будет никаких шансов там, либо сесть, либо уехать, уезжайте и спасайте хотя бы детей из этого адского марширующего вот этого месива, да, в пилотках. Да, потому что страшно, за детей в первую очередь страшно. И вот сейчас они это пишут,
теми же руками, которыми они 5 лет назад называли меня экстремистом, называли меня там каким-то засланцем Кремля, кем угодно называли. А что же вы сейчас-то пишете? Ну, продолжайте дальше писать то, что вы писали. Давайте бороться, участвовать в умных голосованиях, побеждать в районных там, советах там, и так далее. Что вы теперь этого не пишете-то? Что, прозрели? Что случилось? У меня, знаете, всегда с Айдером идет битва. Я ему говорю, что он слишком резкий, и надо немножко поспокойнее. А он мне говорит, нет, вот я такой и так далее. Мы с тобой, почему это происходило? Вот, во-первых, я предложил бы тебе, ну, не ругать тех людей, которые ты сейчас ругаешь. Во-вторых, почему так произошло? вот представь себе Россию. Москва. Шикарный современный город. Просто обалденный. Уезжать не хочется. Красивый. Не то, что. Понимаешь, ты о Путине не думаешь каждую минуту. Конечно. И тот же сидящий Навальный, он не занимает твои мозги. Это должен быть определенный человек, который потом идет в политику, который вот этим занимается. Он избрал себе этот путь. Его это заботит. В основном граждане, так сказать, они... Знаешь, большое видится на расстоянии. Вот этот тренд, который существует в России, он видится отсюда. Он видится из Германии, он видится из Британии и так далее. Люди, у которых обострено вот это ощущение, понимаешь? А люди, которые живут в России, если это не профессиональные оппозиционеры, ну, скажем так, которые выбрали это себе, они этого, обычные люди, не очень ощущают. Работа, дом, открыты границы. Ну, мелькнет когда-то мысль, что что-то он и согласен полностью, Матвей. Я сейчас сказал не про обычных людей, а про людей, которые являются лидерами общественного мнения. Ну и что? Вот они тогда не говорили, а теперь заговорили. То есть они тогда не врали. Они не искренне врали. Говорили. Они абсолютно искренне считали, что... Ну, кто знал, что Путин перейдет к таким репрессиям? Ну, я знал. Я понимаю, но ты особый человек. Ты знал, а они не знали. Простая. Были какие-то шансы. Значит, что, понимаешь, кто знал, что Путин, ну, как сказать, выйдет из берегов, там, слетит с катушек. Но после аннексии Крыма, мне кажется, любые варианты о том, что он, типа, на это не пойдет, отпали. Потому что никто не верил, что он на это пойдет. Ну, это вот, вот твои ощущения. А люди считали иначе. И слава богу, что люди... Сейчас, вот эти лидеры общественного мнения, о котором ты говоришь, я бы тут хорошее поискал, что они... обратили на это внимание, и они говорят о невероятных угрозах общества. Да, но это выглядит немножко, ну, я выберу такое слово, лицемерно. Я им не судья в этом смысле. Я тоже не судья, но смотри. Вот это как если бы было так. Вот я там живу в Москве, пишу про демократию, про выборы в муниципальное Собраево, там, Пердяево-Зюзино, там, южное, районное, говорю, мы за демократию, умное голосование, туда-сюда, а потом вдруг раз... И пишу, перед этим я получаю паспорт иностранного государства, куда я могу спокойно поехать. И пишу, а теперь уезжайте. Вот все провалилось, уезжайте. Ну, ты-то уедешь. А эти-то куда уедут? Которых ты говорил, оставайтесь, боритесь. Которые в тюрьму сели. Вот как это? Это вот такая же история, знаешь, про интеллигенцию, как про Светлану Алексеевич. Прекрасный писатель. Книги о войне. Все там она прекрасно написала. И вот наступают белорусские события, и она говорит, ни в коем случае, никаких противостояний. Погуляли, пошли домой. 100 тысяч вышло, ничего, пошли домой. Да. Ей говорим, если вы уйдете домой, за вами придут домой. И за ней пришли. Но она Нобелевский лауреат, и она уехала в Варшаву. А мальчик, который ее послушал, другие мальчики, и не мальчики, и девочки, и девушки, и женщина. Один уже в тюрьме убит, второй горло себе перерезал в суде, третий бросил с 16-го этажа. Это, как знаешь, грубо очень. Но я скажу так. Вот это как во время войны такая вот гуманистка говорит, знаете, дети, вот концлагерь — это не так уж страшно. Вы знаете, главное, дисциплину соблюдайте. Там вас и покормят, и попоят, и спать уложат. Главное, не деритесь с охранниками. А то, что там будет газ, не говорят. А понимаете, как можно так подставлять людей, которые тебя слушают? Айдер, ну что, Айдер? Я не белорус, и я не могу ничего судить. А я даже не про Беларусь, я вообще. Когда ты говоришь одно, потом другое, но у тебя уже загранпаспорт, а у человека ребенок в тюрьме сидит. Ну, ты предлагаешь мне осудить Светлану Алексеевич, опять же. Она гражданка другой страны. Эта страна называется Беларусь. Я не знаю, что у нее в голове.
И вот она так себя повела. Но я считаю, что все взрослые, и участие в каких-то протестах каждый решает для себя. Вот каждый решает для Но себя. все-таки, да, без фамилии. Но моральная ответственность людей, авторитетов есть за свои слова? По Ну, отношению- понимаешь, в чем дело? Не все Так, взрослые. Ну как? ну, призвать людей идти на президентский дворец, а потом объяснять матерям, когда введут российские войска и в крови все это утопят, объяснять матерям убитых молодых людей, за что их убили, потому что в этой конфигурации, ты это прекрасно понимаешь, победы оппозиции в Беларуси не может быть, потому что это союзное государство, и Владимир Владимирович уже сказал, Путин, что, значит, мы не дадим. Да? Конечно. Поэтому вот погуляли и пошли по домам. А дальше посмотрим. Самое главное для меня в этом, для меня вот это белорусские протесты, они были для меня неожиданные. И я ими восхитился, в какой форме они не проходили. Потому что я Даже хорошо... сам факт был удивителен. Не только для тебя, для всех. Для всех. И я очень аккуратно, я слышал и читал призывы, вот вы не понимаете, вас подавят. Люди выбрали такой путь. Это люди ответственные, взрослые. Они решили пойти по домам. Вот решили. И надо их выбор уважать. Но это выбор смертельный. на самом Еще деле. раз, он бы был и так смертельный, и так смертельный. Еще раз повторяю, мы с тобой знаем... То есть у белорусов, вот, на твой взгляд, вариантов не было изначально никаких? Конечно, у них из-за союзного государства Россия-Беларусь и из-за Путина, который ты сейчас понимаешь, в каком он состоянии, все бы это То закончилось... есть тут их Лукашенко, может быть, с помощью тайного там, спецназа Путина побил и посажает сейчас с помощью ФСБ и сажает самолеты, а то бы их просто в открытую путинские войска Боюсь, развезли. боюсь, что могло дойти и до этого. Что это за событие? Многие по-разному анализируют с этим воздушным терроризмом, действительно выходящий из ряда вон. Все-таки это Европа, европейский самолет из Евросоюза в Евросоюз летящий перехватывает в Беларуси. Мое мнение, что это был такой подарок ФСБ, от которого не мог отказаться Лукашенко ввиду своей кровожадности и мстительности. Он пытки любит смотреть, мне рассказывали. То есть он камеры ставит в этих СИЗО и так далее. Вот, до маниакального. Или же это вот сам Лукашенко это сделал? Вот, Я думаю, что это идея от него, поскольку у него есть такое... ребята, я вас всех достану. Да, есть Вы такое. от меня не скроетесь. Да, я не знаю, насколько маниакально он это делает, но вот он вот таким образом поступил. Согласен, но в Греции нет ни дипкорпуса белорусского, ничего. И была информация конкретно про тех, кто участвовал в этой операции, так называемые российские дипломаты. Не, в они Греции. помогли. Ну так вы это же что? без России же невозможно. Так мы же сейчас не об этом говорим. Ты спросил, что это такое. Это вот такая вот потеря берегов. Это вот такое вот, что, значит, не надо мою Беларусь. Понимаешь, у Лукашенко к Беларуси совсем другое отношение, чем у Путина. Чем у Путина к России? или К чем- России, Ага. да. Ну, к это России. интересно. Понимаешь, да. Лукашенко, у него отношение... Он, кстати, когда-то говорил на эту тему, у него отношение к Беларуси как к его авиакомпании «Белавия». Тут надо с Белавии начать. Дело в том, что Белавия – это личное его дитя. Он создал Белавия с нуля. Он находил деньги на самые современные самолеты. Мгм. Это была визитная карточка Беларуси. Почему? Потому Так он и что зарабатывал неплохо. эти на транзите в самолеты, Украину, дело например, даже не в этом. не только. Во-первых, это экономически было выгодно, потому что это потрясающий хаб. Ну, конечно, да. А во-вторых, это была, как ни странно, такая визитная карточка Беларуси в Европе. Понимаешь, прилетает красивый самолет, красотки, стюардессы, говорят на всех языках и так далее. Это очень важная такая вещь была. Вот у него немного таких вещей, это калийные удобрения, которые вот это гигантское производство, которое он И сделал. Белавия. И Белавия, а калийные удобрения, почему вот эти вот все удобрения, которые экспортировали, 80%, я тебе скажу, в общей сложности из-за этого самолета он потерял $3 миллиарда Да, в год. 3 миллиарда долларов из-за того, чтобы отомстить мальчику. Не отомстить мальчику. Это не месть мальчику. Во-первых, он считает агентство вот это Нехта,
руководителем которой тот Причем он являлся. уже не является Это почти не год. имеет значения. Да, но месть осталась. Он считает, что именно работа этого агентства привела к выступлению. Отчасти он прав. Значит, он отчасти прав. Да. И как авторитарный лидер, как человек, который противопоставляет себя Европе, который понял, что власть его шатается, которого оскорбила Европа, не признав его президентом, он говорит: ну, не признаете меня президентом, значит, вы отказываете мне в цивилизованности. Давайте я вам сейчас покажу, что я действительно, что такое нецивилизованный человек. Естественно, против него будут санкции. Естественно. Тут у меня другая точка зрения. Все считают, что тем самым, это вообще поголовно сейчас, что тем самым он все-таки сдастся, и Россия поглотит Белоруссию. Считаю, что он никогда этого не сделает, потому что он лидер Белоруссии, это его вотчина. Он не хочет сидеть в Совете Федерации. А есть такой вариант, что никто спрашивать не Нет, будет? такого не может быть. Тогда парадокс, но тогда он возглавит освободительное движение. Такие вещи не делают. Нет, Айдер. Свои повяжут, отвезут на Лубянку. Айдер, такие вещи не делаются. Не забывай, что он с какого, 96-го или 94-го года. Да, не забывай. Это человек, который воистину, можно сказать, что это лукашенковская Беларусь. И каждое строение, да, это авторитаризм, но он имеет к Беларуси прямое отношение. Это его государство. Его уродливая система, построенная им полностью. Да. Кроме того, ну, уродливая, не уродливая. Конечно, уродливая. Это система убийств, тайных и так далее. Теперь вторая история, очень важная. Представь себе белорусов. Вот эти, сколько там, их миллион было или сколько, да? Ну, вот эти, которые выходили. Представь себе, что они легли спать в Беларуси, а проснулись в Белорусском федеральном округе. Ты понимаешь, что... Знаешь, как в американских детективах есть такая замечательная фраза. Там кто-то говорит, там стреляют бандиты и сидят полицейские. И этот говорит: так, смотри, значит, ты в него стреляешь, а я оббегаю эту гигантскую площадь и, значит, иду туда сзади. Этот поворачивается к нему и говорит: так это не работает. Так вот, я хочу сказать, что так это не работает. Это должно быть на референдуме. Это должно быть все... Здесь же пойми, Путин делает все, что он хочет, но это законодательно обеспечено. Должны проголосовать на народном... Это же как? Это исчезает самостоятельное белорусское государство, член организации... Это должно быть разыграно как воля белорусского народа. Не то, что воля, это не надо уже воли. Просто белорусский народ должен быть с этим согласен. Ага. Но дело в том, что куда девать эти миллионы людей, которые не на бумаге, а на самом деле не согласны. Да. Короче говоря, это Путину, на мой взгляд, совершенно не нужно. Он благодарит Запад за санкции. Россия потеряла тоже очень много денег по этому поводу. Потому что калийные, например, просто я изучал этот вопрос, те же калийные удобрения, которые массово идут на Запад, они делаются из российской нефти. Я не помню, нефти, газа, в общем, что-то вот такое. Из газа, по-моему, да? То есть, другими словами, Россия, кроме того, что значит потеря Белоруссию 3 миллиардов долларов? Это значит, что Россия должна компенсировать эти 3. Для России не очень большие деньги. Нет, как? 3 миллиарда долларов. Это не 500 миллионов, которые он пообещал Лукашенко. Нет, это 3 миллиарда. То есть, мы сейчас говорим не о том, что мы видим, а о том, чтобы все это дело действовало. Кроме того, смотри, например, Белавия, ей дали рейс в Уфу. То есть они помогают как бы братскому народу и дают летать Белавия. Уверен, что это очень хорошо, Белавия будет летать, только у меня вопрос. А российские авиакомпании, их же позвали, и им сказали: надо помощь братскому народу, значит, вы сократите свои рейсы, а мы... Вы поняли, что я сказал? То есть, другими словами, вот эта вот дружба, вот эта такая извращенная вот эта история, любая такая история стоит денег. И денег немалых. Ну, пока деньги есть у Путина. Ну, деньги есть. Баррель нефти за $70. Да, газ идет в Европу, нефть идет куда надо. Ну что ж, Европа тоже вдруг проснулась. И как-то ее очень это дело задело.
очень сильно. Как-то вот они, ну, совсем спали. Даже в отношении Украины. И вдруг, ну, такое Ну, так как-то... сейчас Путин скажет, вот у меня есть сумасшедший, которого поводок только в моей руке. И миллиарды эти, и границы закрыты. Я один. Это как Китай и Корея. Не, ну, послушай меня. Он Путин будет продавать свое руководство этим сумасшедшим, как он будет говорить. Послушай меня. Вопрос ведь не в том, что ты продаешь, а что у тебя купят. Вот Это намечается да, встреча да. Путина с Байденом. Идут разговоры, о чем они там будут говорить, не будут ли они делить мир. Не будут они делить мир. Сейчас две группы, это же президенты, они должны только встретиться и сказать друг другу несколько слов. Ты знаешь, как готовится встреча президентов и подписать чего-то там. Так вот, ну, в общем, есть утечки, что очень тяжело идет программа дня. Не сомневаюсь. Абсолютно. Она ограничивается чем? Взаимными заявлениями. То есть Байден как бы говорит, что вот что там, он хочет, Украина, права человека, Беларусь, там, воздействуйте и так далее. А Путин говорит, не вмешивайтесь в наши дела, Навальный сидит за преступление. Крым я не обсуждаю. Крым не обсуждаем. Это и самое. Другими словами, о подписании какого-то документа или даже меморандума, а меморандум это некий абстрактный протокол о намерении. Просто когда ничего другого не подписали, Ничего. то это меморандум. Даже на меморандум они не выходят. Понимаешь? А есть реальные темы, которые они должны обсудить. Это сокращение вооружений. Собственно, ну, мы можем там заниматься протестами и так далее, но важно, чтобы... А чем она может закончиться? Может закончиться новой гонкой вооружений. Вот откажется совсем от всего. И тогда что? Должна Америка что-то придумать? Я такое? не думаю. И скажу тебе почему. Дело в том, что никто в России, ты понимаешь, да, но я имею в виду из высшего руководства, не думает, что кто-то на них будет нападать. А Соединенные Штаты тоже понимают, что Россия на них нападать Так не и будет. Советский Союз не думал. Но когда во многом это был блеф Рейгана, когда он сказал, мы нейтрализуем ваши ракеты с помощью системы СОИ. Не-не-не, подожди. Тогда ракет было очень много. И вот это сокращение наступательных вооружений, оно было сделано. И оно было сделано за эти годы весьма решительно и со стороны Америки, и со стороны Российской Федерации. Поэтому... Понимаешь как? Они больше будут, вот, наверное, тема, которая действительно важна для Байдена, это Китай. Потому что Китай... Как они могут обсуждать Китай с Путиным? Что обсуждать? Что имеет влияние на Китай? Есть что обсуждать. Ну, например, Китай сейчас... Для него есть одна заноза, которая просто они перешли к угрозам. Это Тайвань. Я напомню, Тайвань – это независимая китайская территория, ну, китайская... Ну, это тоже Китай, но тоже Китай не коммунистический. Да. Это остров, да. Прекрасная маленькая страна, демократическая, с выборами и так далее, но Си Цзиньпинь, вот после того, как они захватили Гонконг и практически выдержали абсолютно все, то есть там они... более не менее... Все заявления, озабоченности, все да, эти западные. И так далее. Они сейчас... Да. Значит, для Байдена очень важно обозначить две вещи перед Путиным. Первое, что независимо от того, Путин, как ты там ведешь дела с Китаем, Китай для нас, для Соединенных Штатов, это наиболее важная угроза. То есть он прямо ему это скажет. Вот прямо. А то есть ты не главный чувак в этой истории? Не-не-не. Еще раз, это когда они будут говорить про Китай. Китай, вот, то есть на месте Байдена я бы сказал именно такой текст. И думаю, что так оно и будет говорить. То есть в чем цель Байдена в разговоре о Китае с Путиным? Пожалуйста, не пытайся помогать Китаю различными способами в его экспансии против Соединенных Штатов. А как он может помочь? Что? Как он может помочь? Самыми разными способами. Оружие? Нет. Ну, Китаю оружие. Что-то может произойти в третьих странах. В других совершенно. Ну, то есть Путин же может открывать фронты совершенно неожиданные, гибридные, хоть в Африке. Еще раз. Здесь важно предупредить. Это наша битва. Не лезь. Не лезь. Потому что... А вот дальше потому что тут зависит уже, насколько это будет откровенный разговор. И дело тут не в папочках, где как там Путин с любовницами, в глаза. Да. А в том, что, ну, прежде всего, в Соединенных Штатах большие деньги российские. И, так сказать, ну, чтобы эти деньги вдруг не были арестованы, не остановились. Все-таки у Соединенных Штатов большие возможности объяснить Путину, что мир не многополярен.
а однополярен. И это поле, как сказать, полюс, это Соединенные Штаты Америки. В этом смысле Байден очень опытный человек. Вот невероятно. Да не, ну мы еще не родились, когда он уже был главой Сенатского комитета. Вот, поэтому дадим им возможность переговорить, хуже не будет. Ну и от того, что мы тут наговорим, ничего не изменится в их разговорах. Почему? Мы, во всяком случае, понимаем те параметры, вокруг которых они будут говорить. Ничего не изменится. Возможно, единственная вещь, которая будет обсуждена, это то, что Байден скажет «освободи Навального», а Путин скажет «давай мы тебе отдадим Навального, а ты нам отдашь Бута». Вот, о чем я сразу сказал, когда они вышли. Да, ну, Бут — это такая, в общем, важная вещь. Путин своих не бросает, поэтому ему важно. Он просто не имеет рычагов. Понимаешь, он не имеет рычагов. Но здесь есть еще важная вещь. Это сам Алексей Анатольевич. На что сам Алексей? Навальный. Посадили в самолет, отправили? Нет, так не получается. Но Ходорковского отправили? Нет. Он даже не знал, куда он летит? Нет, дело не в этом. Ходорковский написал прошение Путину в связи с его, ты знаешь, у него болезнью матери. Здесь совсем другая история. Здесь должно быть согласие человека. Это не высылка, помнишь, в советские времена, когда просто человека выводили, сажали в самолет. А почему они могут это сделать? А пропаганде показать, что он сам уехал. Поясню. Ну какие Нет, проблемы? потому что все будут знать, что его обменяли на Бута. И потому что Америку обвинят республиканцы. Они обвинят, что он сделал это с нарушением прав человека. Не было согласия человека, главного оппозиционера, который сам вернулся в Российскую Федерацию. Не было его согласия. По сути, Путин его выдворил. И в этом участвовал американский президент. Понимаешь? Если бы Путин сейчас просто решил его выдворить, нет вопросов. Путин бы сказал, вот я так решил, до свидания. А здесь получается замазанный Байден. Нет, такого не будет. Будет ли «Холодная война 2»? Но она уже идет. Ну, в более суровых, Нет, более морозных суровее формах. уже невозможно. Как невозможно? Ну как, невозможно. Ну, Свифт есть газовый эмбарго. Нет, это уже не холодная. Есть, получается, ну, как не это холодная? получается горячая Ну, война. какая горячая? Советскому Союзу перерезали все шланги, и в итоге сдулся. Я не думаю, что до этого дойдет. Слишком большие интересы. Понимаешь, в чем дело? Западные лидеры, для них важна две вещи. Причем вторая важнее, чем первая. Вот почему Меркель, по сути, додавила строительство Северного потока-2. По той причине, что за ней стояла ее партия, а конкуренты, ей важно было, чтобы ее партия выиграла. Ее партия не очень выиграла, как ты знаешь, особенно на местных выборах. И сейчас тоже новые выборы, которые тоже несут угрозы. И первое обвинение, которое ей говорила оппозиция, это то, что у нее политика ведет впереди экономики. А задача президента – это продвигать, кроме вопросов обороны, канцлера, да, продвигать собственный бизнес. Поэтому они говорили, мы как-то не понимаем, вот, значит, нам будет дешевый газ. Вы там заботитесь каким-то Навальным. А я, между прочим, хочу свою выгоду. Вот поэтому до свидания, или я буду голосовать за других. И это ей очень сильно навредило. Она балансировала, но в результате все достроила. Да, вот в результате получается очень циничная история. Навальный лечился в Германии. Она его даже навестила. Германия всей возможной озабоченности выразила. Все возможные неприятия и так далее, и так далее. Потом он улетает, его там сажают. Да. И вместо того, чтобы сказать, давайте политзаключенных, и хотя бы этого символичного одного, да, и тогда мы разблокируем Северный поток-2, да пусть его там хоть съедят. Он не согласился бы, Навальный, чтобы его обменяли на Северный поток-2. Потому что ему потом будут говорить, что его обменяли на Северный поток-2. Что-нибудь все равно будут говорить. Понимаешь, на Северный поток. Давай, послушай меня, давай скажем одну важную вещь. Она касается и России, и Украины. В каждой стране есть носитель Конституции, народ. Этот народ, вот есть украинское такое выражение, и все, кто знает украинский язык, поймут, дати собі раду, то есть дать себе совет. То есть как бы
понять, как ты поступишь в той или иной ситуации. Почему я спокойно отношусь и к ситуации в России, и к ситуации в Украине? Нельзя каждому вставить свои мозги. В Российской Федерации живет 146 миллионов человек. 7 часовых поясов, по-моему, я не ошибаюсь. 7 часовых поясов. Когда в Москве принимают какое-то решение, то на Дальнем Востоке спят, и они вообще никак не знают, что принимают какое-то решение. Поэтому вот каждая страна, она, как бы мы за нее не болели, как бы мы не осуждали ее лидера, каждая страна живет по какому-то своему алгоритму. И я понимаю, что по этому поводу ничего нельзя сделать. Вот Украина, ей уже 30 лет, как независимой стране. А она только как-то начинает себя ощущать независимой страной. Она только начинает строить криво и косо какие-то институты, какую-то судебную власть. Она начинает хоть как-то бороться, хоть с чем-то, вот со всем каким-то негативом, который есть. А Российская Федерация, действительно страна рабов, страна господ. И хотя рабы, у них айфон в руке, хорошие эти самые... Психология остается... В общем, эта страна не западная. Она чуть-чуть западная, чуть-чуть восточная. И восточность ее выражается так сказать, в том, что власть от Бога. Хорошо, ты сказал про iPhone. В принципе, завтра прикажут, каждый закачает себе в iPhone программы слежения за собой же, будет отмечаться. Можно так пошутить. Во всяком случае, я не сказал бы, что то, что происходит в России, очень сильно радует. Почему? Потому что все это может вылиться... То есть, понимаешь как? Моя позиция такая. Пусть Путин делает со своими гражданами что угодно. У него, раз они это терпят, то пусть они терпят. Вот, как? Понятно, это логика простая. Другое дело, что мы не должны... И почему Запад и Украина должны этому противостоять? Не потому, что очень сильно заботит то, что думает Мария Ивановна в городе Кологриве. Мы, во-первых, не знаем, что она там думает. Да? И какой разница? Но когда-то была принята Российская Конституция, которая среди прав человека и так далее, она является собой определенной гарантию отсутствия войны. Понимаешь, потому что если следовать Конституции... Вот, что помешало на Крым напасть на Донбасс? Еще раз, если следовать Конституции, то невозможно начать войну. Почему? Потому что в Конституции четко прописано, что вопросы участия войск этой страны на территории другого государства, это та-та-та-та-та-та. Понимаешь, да? Угу. Поэтому нужно требовать от Путина разными путями и воздействовать на российских граждан, например, нашей передачи, тем, чтобы, все-таки хоть как-то, эту Конституцию ею не подтирались. Почему? Я не вижу рычагов. Потому что это может привести к войне. Но я не вижу рычагов. Что? Рычагов нету. Рычаги, они часто невидимы. Да. Это санкции, это наша с тобой передача, это ухудшение, материального благосостояния российских граждан. Это бесконечное закрывание границ, открывание границ, ощущение... и самое главное, рычаг — это российская молодежь, которая уже другое поколение, которая войдет уже под воздействием Навального, его каких-то идей. Пусть они даже не будут принимать эти идеи. Просто так или иначе, для этого, такая печальная вещь, для этого люди умирают, чтобы появилось новое поколение, которое более адаптивно к происходящему вокруг. Есть и плохой вариант, что я просто помню молодежь 90-х, с которыми мы ходили на митинги, сейчас многие из них в «Единой России». Конечно. То есть вполне возможно, кого-то запугают, кого-то выгонят из страны, кого-то посадят, а кого-то кооптируют к себе. И в итоге мы от этого поколения людей, которые сейчас выходили на улицы, и они уже не выходят, сказано уже не выходить. А люди, если даже человек активный скажет такой, пойду в «Единую Россию», пойду там в КПРФ куда-нибудь, строить систему и все. Айдер, помнишь эту фразу полицейского? Так это не работает. Если бы каждая власть могла быть вечной, то тогда все бы кооптировались. Но сейчас любой другой человек на месте Путина
это все-таки какой-то маленький поворот в жизни Все-таки страны. шанс, ты считаешь? Конечно. Я понял. Понимаешь, кроме того, вот эти люди, по сути, кто есть Путин и его окружение? Это изоляционисты. Это люди, которые говорят, мы и без вас проживем. Но молодые люди, которые сейчас подрастают, они уже в одной руке у них iPhone, в другой Android, и в одном месте у них Абсолютно торчит все компьютер. правильно. Вопрос даже не в этом. Вопрос в том, какой путь они выберут. Будут ли они верить в прекрасную Россию будущего, которую рисует там Навальный или Ходорковский или кто-то, или они скажут себе, как многие белорусы сейчас на самом деле говорят, да, что шанс упущен, когда наступит следующий, неизвестно, может быть, через 100 лет. И я скорее не буду бороться, потому что вон эти боролись, они в тюрьме Значит, сидят. мы с Я тобой уеду. подождем 100 лет. Еще раз. Серьезно? Конечно. А ты веришь в прекрасную Россию будущего? Я верю, безусловно, что эта страна изменится. И один человек мне доказал, что мир меняется. Какой? А я тебе скажу, нет, ты его не знаешь. Это такой американский один историк, с которым мы разговаривали. Он мне сказал, вот люди все время жалуются, что мир такой же, как был. Но он говорит, вы заметили, что в Москве на лобном месте не отрубают головы и не сжигают ведьм? Я говорю, простите, а при чем тут? Он говорит, а я напомню вам, Матвей, что это было главным развлечением в средневековых городах. То есть на городской площади, и мы это в фильмах видели, это было главным развлечением. Да. Каждые выходные либо сжигали ведьму, либо там отрубали кому-то голову, четвертовали. Люди стояли и воспринимали это не как казнь человека. Это уже был для них не человек. Это была ведьма, это был какой-то вот такой вот тоже не человек, какой-то бородатый, да, вот что-то такое делали. То есть, другими словами, дегуманизация постепенно сворачивается. Сейчас мы видим, ну, то есть появилось суд, появилось право, вообще Я появилось. вообще-то думаю, что инквизиция оправдывала чаще, чем путинские суды. Я, по-моему, даже проверять не буду. Я почти на 100% это, уверен. ну, неважно, это Да. не предмет разговора. Другими словами, понимаешь, мир меняется. Просто он меняется не так быстро, как нам бы хотелось. А у нас есть... Ну, знаешь как, я вот не помню, кто-то это назвал замечательным словосочетанием «злость от бессилия». Вот мы ничего... Ведь ты сказал, какие рычаги? И вот сейчас мы видим расстроенную Белоруссию, где снова этот упырь. Мы видим расстроенных, вменяемых людей в России, которые понимают, что это надолго, там, до 1936 года и так далее. Да? В Украине вот то реформы, как гармонь, раскрываются, то они, значит, сворачиваются. То мы идем в Россию, то мы идем в Европу. Не, ну сейчас уже понятно, что в России никто не идет. И не буду входить в эту беседу, это совсем другая Но у нас в история. Конституции записано. Другое, понимаешь, мы во многих случаях ничего не можем сделать. От этого появляется злость, вот именно злость, которую мы абсолютно иррационально на кошке, на собаке. Понимаешь, казалось бы, ну это вообще, так сказать, дом есть дом, да, но иногда вот это вот нас достает, и мы портим себе. Надо, знаешь, как говорят, в России надо жить долго. Это Или не не я жить сказал. там. Или, ну, это уже ты добавил. Надо просто понять, что мир устроен так, что никто не вечен. И когда-то Путин схлопнется, и неважно, кому он передаст бразды правления, это все равно будет другой человек. А если этот человек будет не старше его, ему не будет 95 лет, и он не будет бывшим членом Политбюро, какой-то Арвид Янович Пельше какой-то очередной, а это будет человек, который моложе его, обычно шаг это 20 лет, понимаешь, даже если он Медведеву передаст бразды правления, понимаешь, не забывай, что Медведев после выступлений, которые были, помнишь, вот эти вот, значит, он вошел в диалог и так далее. Да, он взял на себя ответственность за войну в Грузии, но он же президент, он же не может сказать, что мне вот этот премьер-министр Путин сказал «начни войну». Короче говоря, предлагаю относиться к этому более спокойно, хладнокровно, делать все от себя зависящее, чтобы... Мы с тобой люди из СМИ, мы с тобой люди, которые... В чем смысл СМИ? СМИ объясняет... Это тоже замечательно. Это американцы, в одной книге я прочитал, что делает средство массовой информации. Оно политическую идею переводит
в понятный гражданам язык. Понимаешь, да? Ну, конечно. Поэтому мы с тобой, у нас есть свое ощущение справедливости, у нас есть наша аудитория, она не маленькая. Мы объясняем нашу позицию, логично объясняем, меньше злости, которая у тебя У существует. меня не злость, у меня Я презрение к людям, которые предали самих себя. Короче говоря, да, понимаешь, мы с тобой только можем что-то сделать на нашем участке. Нет, мы и делаем призвать, то, что считаем нужным. Да. и призвать граждан задуматься об этом. Мне кажется, что мы это делаем. Во всяком случае, то, что, например, в Украине ОПЗЖ, оппозиционная платформа «За жизнь», далеко отстоит и от «Слуги народа», которые непонятные, что это за «Слуги народа». Но они То есть, маргинализованы. правильно, но Да. обрати внимание, значит, это же тоже не только их какие-то ошибки, за которые я им благодарен, но это и наша с тобой работа, и других журналистов, которые объясняют и показывают, ну, посмотрите, что творится Ну, в я понял соседней твою стране. мысль, да. Понимаешь, в чем дело? Поэтому не надо преуменьшать две вещи. Во-первых, нашу с тобой работу и работу всех журналистов, которые выступают за развитие демократической Украины, демократической России, демократической Белоруссии. А второе, что люди этого не видят, что они этого не понимают. Они это все понимают. Да, на самом деле понимают, и мне пишут многие люди разные вещи, и мне приятно читать, когда люди говорят, что благодаря тебе, благодаря вам, я начал понимать, что происходит. И я думаю, что, да. ну, что тебе тоже пишут какие-то люди. Ну, понимаешь, тут важно, чтобы не писали. Пусть они не пишут, вот это молчаливое большинство, вот они себе сидят тихонько где-то, но они, во всяком случае, делают выводы. Но еще я сделал такой вывод, уже все, наша передача закончилась, что... Уже закончилось? Да, вне да, ну эфира? практически. Да. Нет. Что некоторые говорят, кто не знает, говорят, что вот там Гонопольский циник, там туда-сюда. Вот я вот сейчас посмотрел, вот мне такой романтики относительно россиян нету, вот как у тебя. Я не верю в то, что там что-то... Я все равно буду делать то, что я делаю, но я это делаю для Украины, я на них не надеюсь. И ну, как бы вообще, совсем не рассчитываю на них. Вообще. Не верю, что там что-то пробудется. Ну, они не будут делать изменения в своей стране ради отчета для нас с тобой. Пусть они себе живут как живут, делают свои выводы, смотрят в свой кошелек. Лезут к крымским татарам, к украинцам. Еще раз, мы же сейчас не... Нет, Да. послушай меня, от этих призывов ничего не изменится. Ну, конечно. Вот они себе живут. Они смотрят, сколько у них зарплата. Они смотрят, сколько стоит бензин. Они смотрят, открыты или закрыты границы. Очень важно, они смотрят на будущее своих детей. То есть, как их ребенок может быть встроен в какое-то будущее. Вот как, чтобы, ну, каждый же за своего ребенка, чтобы он, что-то сказать, занял какие-то высоты и так далее, да? Вот пусть они в этом варятся и смотрят, а что им Владимир Владимирович предлагает. Вот чего он предлагает? Поясняется ничего. Понятно. Пусть сами делают выводы. Я понял тебя. Я понял. Только народ, носитель власти, может эту власть сменить. Желательно мирным путем. Хороший спич. Я два слова так скажу, что действительно хороший спич. Но я не верю. Я считаю, что человек отличается от нечеловека наличием возможности эмпатии, что думать не только о себе и о своих детях, а о тех детях, которые потеряли отцов в войне с Россией, о тех детях, которые погибли в Сирии и так далее. Вот этого им страшно не хватает. И если без эмпатии невозможно ничего. Ты ни мир, ни себя не изменишь. Ну вот я... Тоже логично. Спасибо, что пришел. Спасибо вам всем, благодарю вас. Спасибо, зрители АТР знают Матвея Гонопольского вообще с незапамятных, с довоенных времен. Вот, и я рад, что Матвей пришел и рассказал о том, о чем, наверное, кто-то и хотел его лично спросить. Всего доброго. Спасибо, что помогаете АТР через Patreon, через другие возможности. Мы это очень ценим. Собственно, благодаря вам и для вас мы живем. Смотрите АТР. До новых встреч в эфире. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата.
После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ишгалжилер Шимали Кырым каналы эле суу берилмеси токтотулганы үчүн Авропа инсан акылары махкемесине шикаят бермекнен коркузалар. Буну Ишгалжилер парламентинин азасы Ефим Фикс айтты. Орусия таккачылары тарафынан такыкат аракетлери башлатылмасын беклей. Санкедерсин Кырым ишгал этилгенинден соң суу берилүүгө блок этилмеси Кырым сакинлерине каршы геноциддир. Кечкен ел кузде боле талапларнен халкара инстанциясына Русия Девлет думасына Кырымдан сайланган сөзді депутат Наталья Поклонская муражат еткен еді. Санкедерсин гуманитар филекеті аққанда о Бірлешкен Миллетлерінің инсан ақлары комиссарына язған еді. Ама қанатлендіріжі жевап алып оламады, чунки тежавузжы Девлет ишгал етілген территорияны озы темин етмелі. Ич бір хайп ве кэшбэк. Ишгал етілген Қырымдан сечілген Русияның Федерациялар Шурасының сенаторы Сергей Цеков четелден келген сөзлерден вазгечіп тек рус сөзлеріні құланмаға чағырды. Бұны ишгал етілген ярмадада кешірілген русское слово формында айтты. Цеков кэшбэк сөзі еріне пара қайтарылуы ибарені құланмаға теклиф ете. Хайп еріне шамата сөзіні теклиф етті. Праймерис еріне алдын сайлав ибаресіні құланмақ керек дейді Цеков. Оның теклифіне Ишгалжилер парламентнан спикері Владимир Константинов та қол тұтты. Орус тілінде олмаған реклама ве асылы левхалар ясақ етлежегіні хабер етті. Житомирның Багун район махкемесі Житомир вилаятында еді инсан атып өлдірілмесі даваны бақмаға девам етті. Қоршыланма кечкен синемайысынан 20-сінде Новоселыце көйі живарында олды. Окуны 8 арби ве Русия Украина женкінің ветеранлары гольге ратланмаға келген еді. Олар арасында Қырым татары Ескендер Османов та бар еді. Голның кираджысы Анатолий Захаров иле дава шыққан сон тек бір инсанға сақ қалмаға чаре олды. Махкеме мұнақашылара кечірілмек керек еді, ама зарар көрген шахысларының эпосы келіп оламағаны үшін мұнақашылар кележек топлашуға қалдырылды. Я вважаю, що дебати, мабуть, наступного засідання вже відбудеться. Як ви чули у судовому засіданні, двоє потерпілих не змогли прибути і наразі не розглянути всі клопотання, ще які будуть у сторін. Безпосередньо сторона обвинувачення готова і сьогодні дебатувати. Махкеме топлашуына өлдірілген аскерлерінің ақрабасы ве достлары оларынан ресімлеріні кетірді ве иляк олғанларынан ресімлерінен футболкалар киіп келділер. Өлдірівде қабатланған Анатолий Захарченко қайдеткеніне көре бойлы шекілде озыны имай етмеге мечбур олған. Өлдірілген Мамыченканың номер арқадашы Оксана Сорока бұна інанмай. Мій чоловік загинув від двох поранень наскрізне в бедро, тобто вихід з двох сторін. І друге поранення – це плече. Я особисто бачила ці поранення на фотографіях. Я вважаю, що це не могло... Дробові. І пиш, отут от фотографія, пиш, отут от в плечі. Про який самозахист і взагалі якийсь притул і так далі може йти мова. Добивав. Тому що в експертизі тіла зазначено, що між пораненнями є хвилинний проміжок. Не 1 десяток хвилин. Мій чоловік стік кров'ю. Просто-напросто, а його потім добили в плече. Базы иляк олғанларының ақрабасы уком емшақ олур деп раатсызлана. Я не пропустила майже жодного засідання, я вивчила всі матеріали справи, і для мене було, напевно, в якийсь момент шоком бачити, що дуже йде така, я не знаю, сильний захист не тільки від адвокатів,
підозрюваного, але і від інших структур, так скажемо. Це і представники ДВБ, які просто покази давали як його захисники, і якась така, я би сказала, упередженість в тому плані, що до нас завжди якесь було відношення на засіданнях, наче ми захищаємось, так, маємо захищатися в чомусь винні, а з підозрюваним завжди якби так, ну, наче якби захищають всі його, так скажемо. От такі відчуття у нас виникло, в принципі, у всіх. І тому в якийсь момент ми зрозуміли, що, можливо, готуються якісь рішення, не якого ми очікуємо, і будуть закривати очі на якісь реальні факти експертизи, які так якби, ну, на них не звертаються уваги, а будуть більше основані на брехні вбивці. Зарар көргенлер Анатолій Захарченко ebediyen апсханеде отырмақ керек дейлер. Це людина, яка в собі, напевно, виношувала цю якусь скриту ненависть до хлопців. Я не знаю через що. Можливо, через те, що вони захищали Україну. А він, якщо ви знаєте, мав прізвисько в селі Кацап. Ну, я не знаю. Складно сказати, але про те, що він мав дуже запальний характер. Якщо вам відомо про те, що в 2015 році, так, він погрожував односельчанину, приходив до нього з рушницею, погрожував, і після цього цю рушницю в нього вилучили, але шкода тільки на 2 тижні, і потім повернули. Від Феміди я дуже розраховую на пожиттєве. Якщо можна було б, щоб це було декілька пожиттєвих, то так. Mahkeme salonunda Захарченко тек mahkemecilerden suallerine cevap bereceğim dey, çünkü provokatsiyalardan korqa eкен. Филимингте ерлешкен Гаага махкемесі Украина семасында ұрып түшірілген Боинг учағы давасын бақмаға девам етті. Анда Малайзия учағы бұқ системасынан ракетасы ile ұрып түшірілді ма жоқ ма огренмекте. Бұндан әвелкі махкеме топлашулары Гизлерейн арби базада өткеріледі. Анда ұрып түшірілген Боингнан реконструкциясы өткерілді. Дава іштіракшілері учақның қалымтыларыны әвел огренген олса, махкеме тек оларыны бақып шықты. Суд вперше бачить цю реконструкцію, але більшість з учасників процесу – це і адвокати захисту, а також адвокати найближчих родичів пасажирів і, звісно, обвинувачення вже відвідали її раніше. Mahkemecilerden gayrı Angarga başka kimseni keçirmediler. Son Angarga prokurorlar, advokatlar, helak olganlarının akrabası ve 4 qabatlanganlardan biri Олег Pulatov'nın advokatı kırıp oldu. Tahqiqatның resmi neticelerine göre raketa pilotlar kabinasının sol tarafında patlagan. 2014 senesi iyulның 17-sinde qaza olgаны vaqt uçaqda 286 yolcu ve 15 ekipaj xadimi бар еді. Епісі helak oldu. Це зовнішня частина кабіни пілотів, частина бізнес-класу та маленька частина економ-класу. Це безпосередня реконструкція, а довкола неї тут розміщені уламки, зокрема частина лівого крила літака і деякі спеціальні частини. Qaza tahqiqatı 2 qismga bölüngen edi. Texniki ve jinayi. 6 yıl evvelsi Filimingnің Xavfsızlık Şurası texniki tahqiqatını yekunlep uçaq Zenit raketa kompleksinin Buk sistemасы raketasынан ұрып түшірілгенini isbatlap oldu. Diğer versiyalar ret etildi. Mahkeme toplaşuını qapatar eken, mahkemeci көргенінен ayretте қалғанын айтты. Путин тарапынан шантаж. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоган Украина президенті Володимир Зеленскийге хабар еткеніне көре, Украинаға қол тұтып пилотсыз байрақтар учу алетлеріні сатмаға девам етсе, Путин Русиядан Түркияге учушыларыны бүтінлей тоқтатмаға ишандырған. Бұны Түркия президенті Зеленскийге апрель айында көрішкенлері вақыт тариф еткен. Бұл хабарны Wall Street Journal өз менбаларына атиф етіп білдірді. Байрақтарлар Украинаға қаршы Русия тәжауызны тоқтата біле. Апрелінің 15-ден Русия Түркия ile ава сеферлеріні Санкт-Петербургда коронавирус хасталары чоқ деп тоқтатты. Июннің 1-де Путин Русиялер үшін Түркия зәретлері ясақланмасына июннің 21-не қадар девам еттірді. Кечкен күн девамында душман күчлері жебеде 2 кере ясақ етілген артиллерия тертібатлары ile атеш açқан. Ишғал етілген Донец жеварында олған Пески қасабасы янында тұрған арбилер позициялары 100 грамм калибрлы майынлар ile ұжым етілген. Луганск yönelişінде есе ишғалжелер чешіт калибрлы граната атыжы ве бұйық калибрлы құршын атыжы тертібатларына қолланған.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України за минулу добу немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку, 7 червня, обстрілів не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в роді проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню. Yılının başından beri en alçak göstergeç geçken kun devamında Ukrayna boyunca 535 yangi koronavirus hastası tasdiqlandı. 1743 evvel hastalangan tüzelgen. 33 kişi ise hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etken. Sağlık Nazirligi'nin malumatına göre Ukrayna'nın episi vilayetleri epidemiyanın sarı tehlikesizlik zonasında 6 vilayet yeşil zonaga geçirilebilir. Söz Vinnytsa, Khmelnytskiy, Odessa, Kirovograd, Lugansk ve Zakarpatye vilayetlері hakkında keti. Анда ковид hastahanelері tek 5%-ға толы. Işgal etilgen Kırımda ise hastalarının sayısı 100'den ziyade. Tek Tunevinki kun devamında 132 yangi koronavirus hastası belgilendi. 4 kişi Çin virusuna yengip olamagan. Bu işgalciler